Издавна люди передавали свою культуру через устное творчество, музыку, песни. В мыслях сразу возникают образы седовласых старцев, умудренных жизнью. Но герой нашей студии – юная девушка. Она обучает игре на старинном национальном инструменте дала-фандыр. Знакомьтесь, в студии медиацентра «15-й регион» Алла Таучелова. Добрый день. Алла, как давно ты стала заниматься игрой на этом инструменте? Занимаюсь я на этом инструменте 17 лет. Идея пришла как-то неожиданно. У меня был концерт, я играла на гармошке, и там выступал оркестр Уаденс, который играет на национальных инструментах, и захотела попробовать. Пошла к Агнаевой Алле, но у меня, к сожалению, ничего не получилось, и через год попробовала еще раз. Очень много занималась, любое свободное время, то есть вот у меня была балалайка именно, любое свободное время я играла только на этом инструменте, на гармошку я вообще не обращала уже внимания. И буквально через 2 года я начала хорошо играть и решила, что открою студию. Ну, наверное, обучать намного сложнее, чем самой овладеть инструментом. Да. Я думала, что это намного проще. Я со стороны видела, как наш учитель, у него все легко получалось. Я, наверное, подумала, что и у меня будет так же. Но, к сожалению, нет. Было очень сложно. С детьми работать – это огромный труд. Но то, как я обучала в начале пути и как я обучаю сейчас – это небо и земля. Алла, а где ты обучаешь детей и сколько детей посещает студию? Востребована ли она? Да, сейчас я обучаю в Уравском районе, в Доме культуры. Ко мне ходит 15 человек, именно дети, не считая взрослых. Ну и вообще мне больше нравится работать именно с детьми почему-то. Не знаю, с ними намного сложнее, но намного приятнее работать. То есть это наше будущее, и когда обучаешь ребенка, ты понимаешь что все-таки не зря прошла работа. Какие сложности возникают в работе с детьми и где вообще берете музыкальные инструменты? Наверное, их найти довольно сложно. Музыкальные инструменты у нас есть в Доме культуры, то есть нас обеспечивают музыкальными инструментами. Так, если кто-то хочет приобрести инструмент именно домой, кто едет с других сел, они заказывают. У нас есть хорошие мастера, которые изготавливают эти инструменты. Тимур Илаев один из них. То есть мы просто заказываем и приобретаем у них инструменты. Сложностей не могу сказать, какие именно сложности. В каждой работе, наверное, свои сложности. Сложности бывают только, когда дети выступают, и ты вот переживаешь, вдруг они ошибутся, вдруг что-то не то сыграют. Так в работе нету сложностей. Мне приятно работать с детьми. Алла, а сколько вообще стоит дала-фандыр и легко ли его найти? Дала-фандыр стоит самый дешевый 12 тысяч до 20 тысяч. Все зависит от работы, от мастера, от дерева в первую очередь, то есть от лака. Вот видите, тут, если вот так вот вам повернуть, тут лак такой вот гладкий, блестящий. Бывает еще матовый. То есть матовый намного лучше. Во-первых, когда мы играем, я всегда стараюсь заказывать именно матовые. Почему? Потому что когда ребенок играет, то есть на сцене, он не следит за своей рукой так прям хорошо, не придерживает инструмент, у него инструмент соскальзывает из-за того, что тут не матовая поверхность. Когда матовая поверхность, намного легче играть, то есть у тебя не скользит инструмент, ничего, просто вот стоит и все. Цена зависит больше, наверное, от дерева, нежели от работы. То есть вот тут не особо хорошее качество дерева, можно сказать. Бывает намного лучше. Тимур Илаев, кстати, делает очень хорошие инструменты. У него все инструменты разные. Я не знаю даже, как он придумывает. Вот видите, вот тут, допустим, рога, рисунок, да? То есть мастер придумывает каждую часть сам. Каждый рисунок, каждому человеку, вообще, по моему мнению,
каждому человеку, который играет на далафандере, у него должен инструмент отличаться от других. То есть у него должен быть какой-то свой рисунок, у каждого свои предпочтения. То есть я люблю, допустим, животных, да, то есть вот по инструменту, думаю, можно понять и у всех моих учеников, у кого-то рога, у кого-то еще что-то. Ну, они сами выбирают себе рисунок. А от чего зависит звук, качество звука? Тоже от дерева, от струн. Струны у нас бывают, ну, обычные вот нейлоновые, да, все учителя по-разному ставят. Кто-то любит 2 нейлоновые, 1 гитарная железная, то есть вот этот вот писклявый чуть-чуть звук кто-то любит. Я, допустим, не люблю такое, потому что для меня вот низкий звук все равно больше как-то мне по сердцу. Но, опять же, это все зависит от учителя, никого не осуждаю, у каждого свой вкус. Кто-то любит так. На самом деле раньше играли именно на таких струнах. 1 железная и 2 нейлоновые. Ну, то есть вот именно на балалайку настраивали так. Но я все равно думаю, что раньше где-то, ну там, допустим, 10 лет назад не так много далафандеров было, а балалайки были. То есть они их просто переделывали, настраивали на остинский лад и играли так. Это можно заметить даже по старым видео. То есть у них не было именно далафандеров. Далафандер только недавно, вот буквально 7-8 лет, как он стал таким популярным. И можно было заметить то, что они вот так настраивали на остинский лад балалайки свои, но я думаю, что они вставляли железную струну только потому, что если на балалайке 3 нейлоновые, она бы совсем глухо звучала. Я думаю, что, скорее всего, из-за этого они ставили железную струну. Ну, а после уже все начали повторять за старшими нашими. Вот. Но все равно такой низкий звук, я думаю, это все равно как-то больше старинное, нежели вот с железной струной. Все равно, когда играешь, да, остинская мелодия, но когда ты играешь с гармошкой, это бывает красиво, а когда ты играешь сольно, то есть сам, именно вот железная эта струна, она очень мешает вот окунуться именно в прошлое, она мешает, потому что она пищит. То есть аутентичное звучание придают именно струны? Конечно, да, струны. Когда ты начала обучать детей, и сразу ли появились первые ученики? Или пришлось как-то раскручивать студию? Да, пришлось, конечно, раскручивать. Я долго думала, как лучше сделать, чтобы и мне польза была, и для народа. Я открыла бесплатную студию по обучению игре на далафандере для взрослых и детей бесплатно. Тогда было очень много людей сразу как-то. Я даже не ожидала, что столько людей хотят в Осетии научиться. Но инструмент у меня был только один, поэтому мне приходилось целый день находиться в студии по одному ученику, вот так вот обучать. Потом, через 2 года я решила, что хочу именно работать с детьми. Не со взрослыми, а с детьми, и устроилась в Дом культуры. Но ты ведь живешь не в Чекале, то есть что заставляет тебя работать в Доме культуры в отдаленном селе? Ну, все-таки это час езды от города, да. Приезжать туда и там продолжать свое дело. Знаете, у меня бабушка, дедушка там жили. И, наверное, как-то не чужое село для меня. Все равно что-то свое там есть. Скорее всего, думаю, из-за этого чувствуется, что не чужие для меня люди они. Алла, где можно послушать, как играют ваши дети, где вы выступаете? Пока на местном уровне, но в скором будущем планируем выезд в Кабардино-Балкарскую республику. Хотим познакомить их с нашим инструментом, чтобы мы познакомились с их инструментом национальным и как-то совместно выступить. Там будет проходить какой-то фестиваль или да, что это за мероприятие? Летом будет проходить фестиваль народов Кавказа. Если получится, конечно, то мы хотим выехать туда. А почему, если получится? Нужна какая-то спонсорская помощь или что? Нет, нужна, я думаю, если выезжать уже в другую республику и представлять Осетию, это нужно хорошо прям подготовиться, нужно быть уверенным, что привезем 1 место, то есть 2, 3 нам не нужно. Именно 1 место. И выехать так. Алла, ну это же ваш первый выезд будет, поэтому можно же просто начать, просто поучаствовать в каком-то фестивале, не обязательно привозить призовое место. Или для вас это принципиально? Да, для меня это принципиально. Я максималист, хочу именно 1 место привезти 1 раз.
Ну, мы желаем вам, чтобы у вас все получилось. Спасибо. С какого возраста у вас обучаются дети и вообще с какого возраста лучше всего обучать ребенка игре на далафандыр? Самому младшему ученику 6 лет, но я всегда говорю, все зависит от роста, от пальчиков. У кого-то не меньше, кто-то не может дотягиваться до струн, до ладов, поэтому все зависит от роста, какого роста ребенок. Если в 6 лет, в принципе, он дотягивается хотя бы чуть-чуть, то можно начать обучение потихоньку. А лучше как? Сначала изучить какой-то другой инструмент, может быть, гармошку, или можно сразу? Я думаю, что можно сразу. Можно начать с этого, а потом дальше и на гармошку пойти. Это будет только плюсом, потому что далафандыр хорошо развивает слух в первую очередь. Когда есть хороший слух, можно научиться очень быстро на любом инструменте. То есть, неважно, гармошка, гитара, это только поможет ему. Алла, вы учите на слух или есть учебные пособия для игры на далафандыр? Нотную грамоту придумала Зема Агнаева. То есть она цифрами пишет на листочках. И так я обучала всех своих учеников. Но я решила как-то по-своему. Мне легче работать с детьми, когда я показываю аккордовую именно систему. То есть вот я показываю, допустим, что мы берем тут аккорд, берем так. И человек так намного быстрее запоминает, где какой аккорд. То есть вот видите, тут, допустим, расположены точки, 2, 5, 7 лады. То есть так намного легче работать. Когда ребенок привыкает то, что ему все расписывают, вот ему вот тут 1, тут 2, и все ему пальчики ставят, все сама учительница. Потом в будущем ему бывает намного сложнее, потому что он привык вот к этим цифрам, то есть, да, и он не может сыграть мелодию на слух, потому что он ее по цифрам только играет. То есть мы играем больше на слух, запоминаем, отыгрываем все по несколько раз, чтобы человек запомнил, чтобы пальчики запомнили. Ну, в основном так обучаем. С каких мелодий начинаете обучение? Самая первая мелодия, я даже не знаю, как она называется, я ее просто придумала сама, чтобы... самый первый вот урок, допустим. То есть мы учим триоле, самое основное. Видите, то есть мы затрагиваем самые основные аккорды, все. И вроде ничего сложного, но человек То есть, это вот самая первая мелодия, с нее все начинают, по крайней мере у меня, ее все проходят. Ее почему-то никто не любит, потому что это скучно, но на самом деле это очень помогает развивать вот пальчики и слух тоже. А какие мелодии, наоборот, дети любят играть на далафандыр? Самые популярные осетинские, наверное. У каждого свой вкус. Кто-то может прийти и попросить сразу какую-то мелодию, которую я даже не знаю, но не осетинскую. Кто-то хочет именно осетинский. То есть мы начинаем всегда с осетинских, потом уже мы можем кабардинский, другие мелодии народов, потому что только Осетию играть — это... Наверное, не то, что скучно, но неправильно. У нас могут быть выезды, то есть, допустим, поедем в другую республику, а мы выучили их мелодию. Все равно приятно народу то, что мы играем и их мелодии тоже на нашем инструменте. У самой любимая мелодия, я ее вначале, кстати, играла, это любимая мелодия моего дедули. Она для меня очень сложная была, когда я ее учила, но я очень старалась ее выучить прям хорошо и сыграть дедули ее, и вот, выучила. Это любимый дедушки Щимт.
времени вот лично тебе понадобилось, чтобы разучить эту мелодию на Дала Фандыр? Я точно не помню, но примерно месяц, думаю, она для меня очень сложная была на тот момент. Я только-только начинала играться, тем более, когда человек только обучается, то есть он обычным боем это играет, а это я хотела именно чуть-чуть сложнее бой, то есть и хотела именно этим боем выучить его. Я думаю, месяц на это точно ушло. Алла, тебе поступали предложения играть в каком-нибудь оркестре? Да, конечно, я играла в оркестре ГГАУ 2 года. После этого как-то в оркестре пока что, наверное, не мое. Больше хочу все равно с детьми заниматься. Но в скором будущем, думаю, я хотела бы в каком-нибудь оркестре играть. Например, у Олега Ходова. В последнее время игра на национальных инструментах стала очень популярна. Если сравнивать ситуацию, которая была 10 лет назад, к примеру, то сейчас очень много желающих научиться играть на национальных инструментах. Вот к вам поступают предложения открыть, например, студию еще и во Владикавказе? Да, конечно, я обучаю во Владикавказе тоже частно. Хотелось бы, конечно, чтобы был свой оркестр, но пока что у меня нет на это времени, можно так сказать. Но в скором будущем, опять же, думаю, будет и оркестр свой. То есть ты хочешь создать именно взрослый оркестр или детский Да. все-таки? Оркестр, наверное, уже взрослый, не именно маленькие дети, а подростки, чтобы они уже более-менее умели играть на инструментах. И можно будет попробовать. Были какие-то уже попытки? Попытки нет, только в ансамбле вместе. То есть, ну, это, наверное, с этого и надо начинать. То есть пока 3 человека, 4, потом будет намного проще и оркестр свой открыть. Сыграй нам еще что-нибудь для нас и для наших зрителей. Алла, на этой красивой ноте, в прямом смысле слова, мы завершаем нашу программу. Спасибо большое, что пришла к нам в студию. До новых встреч!